Почему в Кыргызской республике граждане Кыргызстана не любят, когда вы говорите Кыргызстан, Республика Кыргызстан или Киргизия? Ну, основная причина в том, что слово это в основном сложилось во времена Советского Союза. Вы знаете, что сначала при царской России Кыргызстан был завоеван Российской империей, и после этого произошла революция. Во время революции Кыргызстан, Кыргызская республика, да, как сейчас юридически правильно называется страна, 70 лет была под Советским Союзом и прошла через репрессии, через серьезные такие проблемы, когда уничтожалась элита. При имперской политике и при советской власти осуществлялось перемещение народов, сюда ссылали в свое время и чеченцев, и корейцев с Дальнего Востока, да, и сюда же, получается, переселяли в царское время крестьян из Центральной России, и, соответственно, отнимали земли у местных. Тут был геноцид, имел место геноцид. Во-первых, была война, да, и южная часть страны, там очень много племен было истреблено, солдат Коканской империи, да, и в дальнейшем в 16 году было восстание, до 40%, по разным оценкам, от 20 до 40% населения было уничтожено. То есть практически это была империя. Суть любой империи – это насилие, подчинение через насилие. Да? Соответственно, Кыргызстан был провинцией, и хотя в Кыргызстане вот и период Российской империи, а потом и период Советской империи практически создал одомашнил, да, элиту страны, и эта элита до сих пор под впечатлением, да, и традиционно под сильным влиянием правопреемника Российской империи и Советского Союза. Но в целом в народе, население, естественно, тоже практически было одомашнено, да, индоктринировано в империю. Но чуть-чуть осталась такая национальная гордость, да, какая-то вот желание вернуть себе чувство собственного достоинства. И поэтому это, наверное, не только для Кыргызстана справедливо, это справедливо для всех государств, которые ранее были под гнетом империи, а потом перешли в самостоятельное плавание, получили независимость. То есть, когда вы буквально говорите «киргиз», вы как бы ставите человека в положение выходца из провинции, да, то есть положение подчинения империи. Вы говорите «киргиз», а значит, вы говорите, ты из провинции, которая подчиняется моей стране, поэтому, или если вы, например, казах и говорите «киргиз», да, Киргизия, алматинец, например, вы говорите, что вы же подчиненный той стране, вы же внутри империи. Поэтому, это такой язык вражды. То же самое, что в русском, английском, любом языке, да, есть такие интонации, коннотации, которые говорят о том, что, например, это все равно, что прийти и сказать человеку: знаешь, а ты неудачник. Я тебя называю так, как называют неудачников. Ты в подчинении, ты должен мне подчиняться. Вы буквально так говорите. Когда вам говорят: нет, мы не в подчинении, мы уже независимая страна, называйте нас кыргыз, да, и некоторые говорят: мы не можем на русском произносить букву «и», да, это невозможно там. Мы не можем говорить «кыргыз», нам удобнее говорить «киргиз». Окей. Тогда почему вам удобно говорить «Крым», да, там, «рыжий», «улыбка» и так далее? Вот такие аргументы могут быть. Но на самом деле, какие бы вы аргументы ни приводили, вы косвенно говорите: на самом деле мне абсолютно все равно, есть ли у тебя независимость, живешь ли ты в суверенном государстве, ты все еще неудачник, ты все еще подчиненный, ты все еще киргиз. Именно поэтому это чувствуется, во-первых, напрямую, потому что это прямая речь вражды против граждан Кыргызской республики. И, во-вторых, это чувствуется холкой, да, то есть подсознанием. То есть когда вы говорите кыргызу, ты киргиз, да, и Киргизия – это колониальный язык. Вы говорите: это правило, текущее правило нашего русского языка. Никто не сомневается. Значит, речь идет о том, что в текущие правила русского языка заложено программно в будущем подчинение, опять возвращение Кыргызской республики
в качестве провинции под лоно империи. Да? И это заложено программно и сознательно, политиками, возможно. И вы просто транслируете это, вы говорите, да, я из бывшей империи, которая владели вами, и это наше правило нашего языка. Значит, косвенно вы как будто подразумеваете, что мы будем еще вами владеть. Так что не возникайте, вы киргизы, вы Киргизия. Вот это мы слышим, и те, кто может разобраться в этом и объяснить, и те, кто не может хорошо объяснить, но они чувствуют холкой, что происходит прямое оскорбление. Да? Вы говорите человеку, киргиз, Киргизия, подчиняйся. Это как на английском, да, obey. Мы твои бывшие хозяева, мы еще твои будущие хозяева, и нынешние хозяева, так что ты киргиз и точка. Вот это примерно сообщение, которое вы передаете, когда говорите киргиз, Киргизия. А тем не менее, юридически мы называемся Кыргызская республика. На английском Kyrgyz Republic или на кыргызском Кыргыз Республикасы. То есть, если вы уважаете нас, если вы не имеете имперских намерений, если вы не планируете через год, 2, 3, 5, а может через 10, через 20 лет опять перезавоевать нас и включить в состав Российской Федерации, да, или, может быть, в будущем, как она может быть называться, может, Российская Конфедерация. Да. Если вы этого не планируете, то, или если вы не алкаете в душе возвращение империи, если вы дружелюбный человек и хотите сделать приятное нам, кыргызам, все-таки вам надо вспомнить слово «Крым», «рыжий», «улыбка» и сказать «Кыргыз», «Кыргыз Республикасы», «Кыргызы». Лингвистически это возможно, много раз проверено.